В эфире телеканала «Якутия-24» главные события уходящего дня. В студии Екатерина Карпухина и Алексей Соколов. Здравствуйте. По 100 пациентов в день площадь травмпункта в Якутске расширят. Проблемы погорельцев в Серебряном Бару продолжаются. Пострадавшим от пожара до сих пор не вставили пластиковые окна. Общедомовые счетчики тепла, возможность сэкономить или потерять, как получить свои деньги после перерасчета. До 2024 года в Якутии создадут 17 IT-центров. Что для этого нужно и, главное, какие перспективы это откроет для региона. Обучение для людей с особыми образовательными потребностями. В СВФУ работает лучшая в стране учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных технологий. Волейбол, баскетбол, атлетика. Вот уже 60 лет Алданская детско-юношеская спортивная школа прививает любовь к спорту. В Алданском районе специалисты Минэкологии Якутии обследовали реку Ортосала и отобрали пробы воды. Поводом для проверки послужили сообщения в соцсетях о загрязнении реки. Во время осмотра удалось установить, что загрязненная вода наблюдалась в районе слияния ручья Медвежий и ниже горных работ с полигона добычи драгметаллов. Возбуждено административное расследование, сообщили в министерстве. На момент проведения рейдового обследования компания ЯСДК «21 век» работы не производила. Площадь травмпункта Якутский расширит. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина. Инспектирование травматологического отделения вице-премьер провела по поручению главы республики Айсана Николаева. Ведь не так давно в связи с обильным снегопадом и гололедом в травмпункте столицы возник наплыв горожан. Но учреждение с таким объемом не справлялось. Кристина Якубова продолжит тему. Десятки пациентов в узком коридоре, в тесноте и обиде. В травмпункте Якутска не хватает площадей. Качество медицинских услуг страдает. Ежедневно за помощью обращаются 100 человек. Бывает в пике до 120 человек обращений в день. Сезон гололедицы начался, и у нас сразу отмечаются пики. Всего по итогам 9 месяцев у нас первичное обращение отмечается где-то около 21 295 обращений. Травмпункт находится в здании скорой медицинской помощи с 1996 года на первом этаже и занимает 606 квадратных метров. Под санитарно-медицинские помещения отведено всего лишь 128, когда при большом количестве населения помещение должно составлять 1800 квадратных метров. Следовательно, сейчас помещение в 10 раз меньше. Сколько сегодня врачей-хирургов получается? В общей сложности 11 врачей-травматологов, ортопедов. На весь город? На весь город, пригород. Рук не хватает. Врачи физически не могут помочь всем пациентам. Должно быть один врач-травматолог на 15 тысяч населения. Сейчас, на сегодняшний момент, штатных единиц у нас всего 11 врачей. Не хватает еще около 10 врачей. Травмпункт изменится. В первую очередь за счет новых помещений. Кабинет для томографии и перевязочный появится на втором этаже здания. В планах установка лифта. Условия, в которых травмопункт сегодня существует, они действительно, их нельзя назвать идеальными. Хотелось бы, чтобы они были лучше. Поэтому определимся, в какой период произойдет, так сказать, организационные моменты. И я думаю, что это здание разделится на два, и мы с вами через некоторое время на лифте доедем вначале до первого этажа, потом до второго. Расширение травматологического пункта – временное решение. В перспективе у него может появиться отдельное здание в бывшем роддоме. Вот только есть один нюанс. В ближайшее время помещение займет онкодиспансер. Он будет там находиться до тех пор, пока окончательно не введут новый центр. Тогда и произойдет долгожданный переезд травмпункта. Кристина Якубова, Тюлустан Иннокентьев, Григорий Охлопков, Якутск. Возможно ли восстановить историю? План реставрации здания реального училища в Якутске сдвинулся с мертвой точки. Некогда выпускавшие чуть ли не весь свет якутской интеллигенции первой половины 20 века училище вот уже более 20 лет стоит в заброшенном виде. Что же с ним будет, выясняла наш корреспондент Анастасия Данилова. Здание Якутского реального училища заложили в далеком 1908 году. Строили 3 года.
Уже в первые годы эксплуатации здания стало ясно, что оно построено без поправок на вечную мерзлоту. Уже к 1915 году обнаружилась извечная проблема якутского строительства. Это деформация фундамента от влияния на грунт, тепла, выделяемого котельной. В здании появились трещины. С 1956 года в разное время здесь обучались студенты историко-филологического и инженерно-технического факультетов. Андрей Егорович, выпускник последнего, помнит каждый кабинет. Ну, тут аудитория, тут у нас происходили студенческие дискотеки. Ну, сегодня 7 ноября, да, и наверняка сегодня была бы дискотека. Вот, под машину времени, помню, тут плясали. Высокие потолки под 4 метра, оформленные большие окна, система вентиляции. Все это удивляет и в 21 веке. Андрей Григорьев, строитель с 30-летним стажем, удивлен. Как они построили это здание 120 лет тому назад, ну, конечно, сложно представить. Нам чуть что сейчас надо. Кран, надо грузовик, надо манипулятор, надо еще какие-то другие средства малой механизации. А тут люди вот все вручную построили, применяя там архимедовые рычаги и так далее. И, как мы видим, такое строительство очень радует глаз. Это было первое в Сибири крупное здание на водяном отоплении. Для того времени фантастическая новация. Она же чудовищная ошибка. Влага разрушала училище. Валерий Аржаков, в то время декан, пытался спасти историческое здание. У нас там не было теплого туалета. Пытался сделать бесполезно, но зато он сделал канавы вокруг, прямо по всему периметру здания, чтобы вода не попадала на материалы, строительные материалы самого корпуса. Это спасало, конечно, от разрушения. Это старинное, очень интересное здание. Историческое здание реального училища отреставрировать сложно с точки зрения как финансов, так и строительных работ. Износ 80%. Здание подлежит полностью восстановлению. Конечно, предполагаются большие укрепработы, укрепительные работы по всем несущим конструкциям здания. Это перекрытие, это несущие здания стены, фундаменты и так далее. К 2019 году, отмечают в Минстрое Якутии, когда оформится вся проектная документация, начнется восстановление здания. Финансирование планируется как федеральное, так и региональное. Завершить реставрацию собираются к 2022 в год столетия якутской автономии. Анастасия Данилова, Георгий Охлопков, Якутск. Проблемы погорельцев в Серебряном Бору продолжаются. Напомним, в конце августа из-за пожара в расселенном доме на новостройку перекинулся огонь. В результате сильно пострадали кровля и окна. Зима уже наступила, а положенных пластиковых окон так и нет. В каких условиях проживают сейчас жители этого дома, узнала наша коллега Александра Цыбикова. Наступил ноябрь месяц, столбик термометра опустился до минус 25. А жителям новостройки, пострадавшим от пожара соседнего расселенного дома, вместо окон натянули полиэтилен. И вот только 5 ноября полиэтиленовые пленки заменили старыми деревянными окнами. Как признаются жители, ночью холодно. А так дует, да? Вон обогреватель только что-то отдвинул. Когда дом был поврежден огнем, администрация обещала отремонтировать его в срочном порядке. Но из-за нехватки средств в бюджете решение этой проблемы откладывалось несколько раз. В итоге договорились с компанией «Газпром». Со слов администрации, вчера специалисты делали выезд на замеры. Были вчера, они на доме были. Просто, может, либо кого-то не было, либо они по квартирам они не обходили. Они снаружи посмотрели, данные по окнам у них есть. Они просто посчитали количество, где двухстворчатых, где трех, и заказ оформляют уже. Жители дома были уверены, что администрация им поможет, но с наступлением холодов стали настораживаться. А некоторые жильцы, так и не дождавшись помощи, вставляют стеклопакеты за собственные средства. Поехал с деревяшкой, снял рамы, поставил, запенил сам, потому что и ждать уже некогда было. Только морозы начались, ветра начались, пленка не держит, пленку сорвала. Нет, окон я не буду даже, я заказал за свои наличные деньги. Мне приедут, привезут уже заказы, сказать, что на днях, сегодня-завтра вставят окна. Но большинство жильцов не имеют возможности поставить окна за свой счет. Потом опять обман, 2 недели прошло. Никто не заказывал даже, не думали. Зачем так обманывать простых людей? Также жильцы до сих пор не имеют документов на собственность, не говоря о прописке. А их им обещают только в следующем году, да и то в том случае, если администрация выиграет суд с застройщиком. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри.
Дом по улице Павлика Морозова в городе Якутске можно назвать уникальным. Он оборудован общедомовым счетчиком тепла. Каждый год управляющая компания проводит корректировку платы за отопление. Но эти деньги идут не в карман жителей дома, а на совсем другие цели. Подробности в нашем следующем материале. Приборы учета здесь, которые с помощью их фиксируется у нас и температура, и давление, и дистанционно передаются. Небольшой прибор – огромная экономия. Общедомовой счетчик тепла, установленный на Павлика Морозова 2 в Якутске, приносит 400 тысяч рублей в год. Сумма складывается после перерасчета. Значит, вот по нашему дому где-то мы должны, не должны, а по нормативу, как рассчитывается, порядка 1200 гигакалорий за год потребления. Фактически потребление у нас выходит где-то порядка 900. Но это зависит от температуры наружного воздуха и какая была зима. Оно может быть и 980, и 950, и 970. Все то, что экономится на отоплении, идет на пользу этого дома. Сэкономленные средства идут на энергосберегающие мероприятия. Такое решение приняли сами собственники жилых помещений на общем собрании. В первую очередь были заменены простые светильники на светодиодные с датчиком движения. Теперь уменьшились расходы и на электроэнергию на 1000 киловатт в месяц. Подобные перерасчеты должны делать все управляющие компании или же в домах, где установлены общедомовые счетчики тепла. Только вот не все горят желанием посчитать и вернуть сэкономленные деньги. К сожалению, таких заявлений поступает довольно-таки много. Можно сказать, что порядка 10 за неделю, за рабочую неделю, за 5 рабочих дней. Если факт непроведения этой корректировки подтверждается, то управляющая организация, во-первых, привлекается к административной ответственности. Сумма штрафа там около 350 тысяч рублей. Плюс выдается предписание произвести перерасчет, то есть корректировку платы за отопление. Внушительные штрафы не пугают нарушителей. Вывод прост. Жильцам нужно проявлять инициативу и не пускать управление домом на самотек. Жители должны больше задавать вопросов. Больше задавать вопросов именно, сколько они платят и за что они платят. Если человек заявил, что «а где моя экономия?», тогда ему делают перерасчет, а всему дому не делают. Анастасия Кобызева, Георгий Григорьев, Якутск. Сейчас небольшой блок рекламы. И смотрите далее на телеканале Якутия-24. До 2024 года в Якутии создадут 17 IT-центров. Что для этого нужно и, главное, какие перспективы это откроет для региона. Обучение для людей с особыми образовательными потребностями. В СВФУ работает лучшая в стране учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных технологий. Волейбол, баскетбол, атлетика. Вот уже 60 лет Алданская детско-юношеская спортивная школа прививает любовь к спорту. В эфире Якутия-24, и мы продолжаем наш выпуск. Министром образования и науки Якутии назначен Владимир Егоров. Об этом сообщил в своем твиттере глава Якутии Айсен Николаев. Владимир Егоров окончил механико-математический факультет Московского государственного университета. Кандидат физико-математических наук, работал министром образования и науки Якутии с конца 2016 года. Также Айсен Николаев назначил генеральным директором национальной вещательной компании «Саха» Олега Маркова. Нина Харитонова освобождена от должности в связи с переходом на другую работу, говорится в указе главы Якутии. Олег Марков работал руководителем Мегино-Кангаласского филиала НВК «Саха». В разные годы занимал должности вице-президента, заместителя генерального директора, директора телевидения. Другим событием развитие двусторонних связей между Якутией и Японией обсудили Айсен Николаев и Масанори Фукусима. Глава республики выразил уверенность, что первый официальный визит генконсула Японии в республику придаст новый импульс развитию и укреплению двусторонних связей. На территории Якутии запустили ветродизельную установку в Тиксе. Буквально через месяц ожидается ввод второй очереди круглогодичного тепличного комплекса. В свою очередь Масанори Фукусима отметил, что между Японией и Якутией сложились открытые партнерские отношения, что привело к позитивной тенденции в сфере укрепления взаимовыгодного сотрудничества.
До 2024 года в Якутии создадут 17 IT-центров. Поддержка инноваций и отрасли IT-технологий прописана в новом указе Айсена Николаева. По мнению самих айтишников, эта сфера сегодня находится на верном пути. Дальнейшее развитие зависит от конкурентоспособных кадров и создания инфраструктуры не только в городах, но и в районах республики. Тему продолжит Марианна Кутукова. Сейчас мы находимся в технопарке. Здесь резиденты разработали систему прямых видеотрансляций. С помощью нового сервиса можно не только увидеть товары и услуги в режиме реального времени, но и купить их сразу, не выходя из трансляции. Вот, например, трансляция из Икеи. К примеру, я хочу купить часы. Нажимаю вот сюда, товар сразу добавляется в корзину, и я нажимаю кнопку «Оформить», и могу уже оплатить онлайн. Новый сервис якутских разработчиков называется «Бунтар». Интерес не только в России, но и за границей. Продукт – детище технопарка. По словам резидентов, именно от условий зависит развитие IT-отрасли в Якутии. Что включается в среду для IT-компаний? Разумеется, это вот различные коворкинги, IT-центры, какие-то центры компетенций, центры, возможно, аренды оборудования и обеспечения оборудованием, лизинга оборудования. Например, вот этот компьютер, он стоит 270 тысяч рублей, например. Да? Сложно сразу такое закупать такое оборудование. И было бы здорово, если бы у нас появлялись какие-то центры, какие-то инфраструктурные предприятия. Согласно указу главы региона Айсена Николаева, одной из главных задач является поддержка инноваций и IT-отрасли. В ближайшие 6 лет в республике создадут 17 IT-центров. Инициативу поддерживает успешный стартапер Баир Дарбашкеев. Его компания занимается разработкой системы аналитики на основе Wi-Fi технологий. Уникальное оборудование позволяет различным организациям, особенно в сфере бизнеса и торговли, считать поток посетителей и, исходя из их маршрута, отправлять рекламу по СМС. Если вот эти 17 IT-центров откроются и до них дойдет оптоволоконные сети, дойдут, то я думаю, что у нас будут появляться звездные программисты, которые будут на мировом уровне работать. И, соответственно, наши IT-компании, которые будут открываться, а их будет, мне кажется, все больше и больше с каждым годом, они будут иметь мировой успех. Кадры нужно готовить со школьной скамьи. IT-центры должны быть как в городах, так и в селах, считает руководитель собственной IT-школы Алексей Илларионов. Сегодня его команда учит школьников программированию и компьютерной графике не только в Якутске, но и в Чурапче, Нижнем Бестяхе и Бердигистяхе. Именно это вот оптоволокно, это, грубо говоря, окно в открытый мир для детей в отдаленных районах, возможность доступа в интернет, он уравнивает шансы, уравнивает возможности. У тебя, если говорить грубо, да, у тебя появляется возможность зайти на YouTube, и точно так же, как и любой другой школьник в мире, так же, как и любой другой человек в мире, что-то начать изучать, осваивать новые навыки. Как говорят наши герои, чтобы стать успешным в IT-бизнесе, не обязательно иметь профильное образование. Главное – желание претворять в жизнь инновационные идеи. Сегодня для новых стартапов создают все условия. Согласно новому указу главы Якутии, инвестиции в инновационные проекты составят до 1 миллиарда рублей в год. Марианна Кутукова, Джилстан Иннокентьев, Якутск. И в продолжении темы современных технологий в Северо-Восточном федеральном университете с 2011 года работает учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных технологий, которая признана лучшей не только в нашей стране, но и за рубежом. Сегодня здесь проходит обучение студенты с особыми образовательными потребностями, преподаватели университета и педагоги со всех районов Якутии. Что за лаборатория адаптивных компьютерных технологий и чему здесь учат студентов и педагогов, расскажет Дмитрий Тымыров. В одном шаге от диплома. Саина – студентка 3-го курса исторического факультета. Работа на компьютере была проблемой. У девушки плохое зрение. Поступив в СВФУ, она стала посещать адаптивный центр при вузе. Для ребят с особыми потребностями здесь все условия. Это на самом деле, да, это сложно. До автоматизма у меня еще не дошло, мне есть еще чему учиться. Для студентов экранные лупы, увеличители текста, видеокамеры и портативные кейсы. Все бесплатно. Этот аппарат называется брайлевская строка. Своего рода выполняет роль монитора. То, что изображено на простом экране, переводится на язык незрячих. Здесь есть маленькие клавиатуры, с помощью которых незрячий человек прочитает весь текст, который изображен на экране. Определенную технику студенты берут с собой на лекции. Я, например, использую на лекциях диктофоны, которые называются Blackstock, Tiflo Flash Player.
но там записываю лекции и вечером конспектирую дома. Стоимость всего оборудования 14 миллионов рублей. Деньги выделены по программе развития инклюзивного образования. В Северо-Восточном федеральном университете лучшие образцы. Сегодня в нашем Северо-Восточном федеральном университете обучается 29 студентов с проблемами зрения, из них 3 незрячих, 27 студентов с проблемами опорно-двигательного аппарата, из них 4 колясочников у нас обучаются на различных факультетах. Но в основном это, конечно, адаптивная физкультура. Они туда идут. И 22 студента с проблемами слуха. За 7 лет в университете подготовили 652 студента с особыми потребностями. С этого года новый этап. СВФУ обучает преподавателей. Они должны уметь взаимодействовать с ребятами, у которых ограниченные возможности здоровья. Мы практикуемся по написанию слов, цифр, да, решаем даже примеры по системе Брайля, поскольку это у нас специально идет, да, специальное обучение такое, это довольно сложно. Подготовку прошли 100 преподавателей университета. Они уже занимаются со студентами. В СВФУ подчеркивает, инклюзивное образование – это не работа для галочки. Каждый имеет право на получение диплома. Дмитрий Тымыров, Джоустан Иннокентьев, Якутск. Пассажирский транспорт Мирнинского района под контролем городских автоинспекторов. В Мирном дан старт рейдам, в ходе которых будут выявлены нарушители перевозок в общественном транспорте. Поводом для такого рода проверок стало увеличение числа аварий с участием автобусов по всей России, особенно в межрегиональном и междугороднем сообщении. Сотрудники ГИБДД проводят проверку путевой документации, исправности автотранспорта, а также тахографа для контроля нарушений режима труда и отдыха. В целях профилактики проводятся проверки перевозок пассажиров с целью недопущения и устранения водителями и владельцами автобусов нарушений. С начала года сотрудниками ГАИ на территории Мирнинского района выявлено 147 нарушений, допущенных водителями автобусов. В прошлом году таких нарушений было 73. Также было выявлено 64 нарушения, допущенных водителями легкового такси. В прошлом году также эта цифра была меньше. 47 нарушений. В Якутске почтили память погибших сотрудников внутренних дел. В столице возложили цветы к памятнику павшим за справедливость. Также сотрудники внутренних дел встретились с родственниками погибших. А позже в здании ДОСААФ все собравшиеся вспоминали погибших и почтили их память минутой молчания. Все воинские формирования, все ветеранские организации собрались под нашей крышей здесь. Поэтому, конечно, жалко ребят, но... Как говорится, те, кто исполняет служебные обязанности, исполняют по воле сердца. И погибли, защищая простых граждан. Вечная им память. 60 лет отметила Алданская детско-юношеская спортивная школа. Сегодня на базе «Дюшки», как ее ласково называют алданцы, действует 13 секций. Порядка полусотни тренеров обучают свыше 1000 юных спортсменов. Все секции в той или иной мере пользуются популярностью, ведь подрастающее поколение выбирает спорт. Тему продолжит Татьяна Вахнина. У юных баскетболистов Алданской детско-юношеской спортивной школы через 10 минут начнется тренировка. Однако ребята пришли в спортзал задолго до занятия и уже успели размяться. Волейбол, баскетбол, атлетика – эти виды спорта юными алданцами весьма любимы. Среди школьников немало борцов. Секции по самбо, дзюдо и вольной борьбе пользуются популярностью как у ребят, так и у девчонок. А всего в Алданской детско-юношеской спортивной школе действует 13 секций. Перспективы на самом деле довольно широкие, но вопрос об открытии дополнительных секций не стоит, так как и так 13 видов спорта. Для одной школы это достаточно существенная нагрузка. В данный момент у нас основная цель – это развивать пока то, что есть. В зимнее время любимым местом отдыха алданцев остается каток. Когда по расписанию нет тренировок, каток открыт для всех. С одинаковым задором коньками звучно режут лед и стар, и млад. Зимние виды спорта являются наиболее массовыми. По массовости, да, если оценивать, то это у нас, безусловно, лыжные гонки, самбо, дзюдо, легкая атлетика. Вот это вот топ, скажем так, по посещаемости, по популярности. Новые горизонты покоряют алданские пловцы, однако победы им даются очень непросто. Городской бассейн много лет законсервирован, официально он закрыт на ремонт, и тренировки у ребят проходят в Нижнем Куранахе. Лишние расходы для родителей, и не всегда это удобно. Все-таки полчаса туда, полчаса обратно, и в морозное время это
все складывается на здоровье детей потом. Кроль с брасом юные пловцы оттачивают в бассейне компании «Полюс золота». Найденный почти 10 лет назад временный выход стал неизменной реальностью. Секция плавания является болью алданской дюшки. Впрочем, на перемены к лучшему тренеры и спортсмены надежды не теряют. В рамках «Газпром детям» Томск Трансгаз планирует построить здесь бассейн с 2 чашами. Одна небольшая для совсем маленьких ребят, ну и вторая уже полноценная 25-метровая, если я не ошибаюсь, на 3 дорожки. В этом году детско-юношеской спортивной школе исполнилось 60 лет. Она популярна не только в Алдане. Филиал «Дюшки» работает в Тамоте, а в поселках Нижний Куранах и Лебединый действуют отдельные секции. Подрастающее поколение выбирает спорт. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Телеканал «Якутия-24» продолжает следить за развитием событий. Не переключайтесь, оставайтесь с нами и удачи вам.